Читание Бхагаватам, первая песня, 9 глава. По милости Гурупады Падмы и всех вайшнавов мы присутствуем в Святой Дхаме на Чакратиртхе. Вриндаванас Такур как можно дать милость дживам, как можно помочь дживам, поэтому он прославляет Махапрабху. Это очень полезно и сладостный нектар в Кали-югу. Для джив у Кали Махараджа очень много хороших качеств, он все время наказывает джив, все время мешает. Все бегут, иначе все мирские вещи для привязанности никогда невозможно пересечь и разрушить эти мирские связи. Теперь, как же Вриндаванас Такур помогает в читании Бхагаватам? Он дает нам Гаурасундара и Нитьянанда Прабху и их милость. До этого Нитьянанда Прабху теперь в Вриндаване. Он знает, что появился Махапрабху, но он не может туда пойти. Почему? Потому что Махапрабху пока нет желания, он не зовет, поэтому он не идет. Sakyate dekhe sabe tribhuvane Nityananda daire dare pailin premadhani Chaitanya Radhibhakta Nityananda Raya Chaitanya Tarvaishi Jahai Jivai Navanis Chaitanya Katha Prabhu Goy Tare Bhajir Sri Chaitanya Bhakti Hai Adidev Jaya Jaya Nityananda Raya Chaitanya Mahimas Pri Jahano Kripai Chaitanya Kripai Hai Nityananda Rati Nityananda Janile Apad Nahi Khoti संसारे पार या भक्तिर सागरे जेटु विवेश बुजुक निताई चांदेरी क्या anybody remembering Nityananda Prabhu, всякий, кто вспоминает Нитьянанду Прабху, then automatically they are getting pure consciousness, тут же получает чистое сознание и понимает свое отождествление и сварупу. И потом, по милости Махапрабху, они получают служение Махапрабху, желание служения Махапрабху. Нитьянанда Прабху всегда объясняет славу Махапрабху без, не говоря, то есть если он не объясняет славу Махапрабху, он больше ничего не делает. Только слыша о славе Махапрабху приходит бхакти. По милости Нитьянанды приходит уважение к лотосным стопам Махапрабху. По его милости уходят все проблемы и помехи. Как можно пересечь океан Майи? Поклоняйтесь Нитьянанде Прабху, следуйте по его стопам. Нитьянанда Прабху — это Баладев Прабху, самый ближайший спутник читания Махапрабху.
Jarjana Mato Ichya Nabolo Ekani. Jesikani Chaitanya Nityananda Mahi, Tobusei Pad Padme Rupa Haribai. Some drilling Tanpu Sannyasi. Некоторые говорят, что он саньяси, некоторые говорят, что он бхакта, что он то все, но это не личность Нитьянанды Прабху. Он не саньяси, он не гьяни, он не бхакта. Он экспансия Махапрабху, самый дорогой, ближайший его спутник. Поэтому Махапрабху его очень любит, а у него тоже есть огромная любовь к Махапрабху. По милости Нитьянанды понимаешь Горхари, по милости Горхари понимаешь Нитьянанду. Таковы их отношения. Вриндавандас Такур говорит, они понимают, они знают Нитьянанду Прабху. У всякого есть две ноги, две руки. То есть, если кто-то оскорбляет Нитьянанду Прабху, с ним больше никогда не встречаются, никогда не смотрят, никогда об этом не думают, если кто-то против Нитьянанды Прабху. Если кому-то не нравится Нитьянанда Прабху, то такой человек не Чайтанья Дас, у него нет любви к Чайтанье Махапрабху. А если есть отношения с Нитьянандой Прабху, тогда Чайтанья Махапрабху становится очень близким, и такой человек понимает Чайтанья Махапрабху. Кто-то говорит, нет, Гора Кришна, Гора Хари, Гауранга, Вишвамбар. Он Господь. Его лотосным стопам следовать хорошо, но Нитьянанда, зачем следовать ему в Анугате? Нитьянанда Прабху нет отношений с Рада Кришной, он отличен от них. Зачем? Как это, если следуешь Нитьянанде, придет любовь к Рада Кришне? Они говорят, только Махапрабху надо следовать, но не Нитьянанде Прабху. Они так сомневаются. Но Вриндавандас Такур говорит, с одной стороны следуешь, с другой стороны не следует. И тогда бхакти никогда не придет, и баджан будет утерян. Если так будут делать, то все потеряют. Нитьянанда Сварупа. Если сердце кого-то если сердце у кого-то очень чистое, никогда он никого не оскорбляет, никому никогда не указывает на недостатки, тогда Нитьянанда Прабху дарует понимание его собственной сварупы и дарует возможность поклоняться Махапрабху, желание и понимание. И тогда такой человек будет близок к Чайтанье Махапрабху. Если кто-то говорит, в моей жизни Нитьянанда Прабху будет всем, тогда он будет понимать Гора Чандру. Если я близок к Нитьянанде Прабху, я слушаю Бхагават, я учу Бхагават. Экспансия Нитьянанда — это Гурупада Падма, Вайшнава Ачари. Кришна Лила, Гора Лила, Враджа Лила. Тогда я все могу слушать.
Jai Jai Mahaprabhu Sri Gauranga Chandra, Dilao Nilao Tumi Prabhu Nityananda. बहुत सुंदर, mercy, causeless. Милость Гаурасундара беспричинна, и тогда можно построить отношения с Нитьянандой Прабху. А если будут отношения с Нитьянандой Прабху, тогда никогда не будет проблем в жизни, в бхакти. Никогда помехи не придут. Нитьянанда Прабху — это последователь Махапрабху, но теперь он далеко от него. Почему он далеко? Он во Вриндавана-дхаме. Без желания Махапрабху он не может прийти. Во Вриндавана-дхаме он повсюду делает парикрамы. Он играет, встречается, играет с пастушками, как Авадута, он остается в Радждхаме. Все святые места, святые реки, все бхакты, он не только их всех очищает, как при встрече, но дает им читание према. Как он привлекает их всех, приглашает, всем дает вдохновение. Теперь Гора Хари приходит в Навадвипа-дхаму, идите все туда, как Гуру Варга. Всем приглашают, зовут. И тогда все приходят, дают много вдохновения, много силы, энергии. Тогда люди оставляют дома, все отношения, все привязанности и бегут в город Хам. Поэтому Нитьянанда до Махапрабху по всем холидхамам, по всем городам, деревням, повсюду он прошел. Это великая помощь Нитьянанды Прабху Дживам. Если бы он не пошел, люди бы не получили сознание, они бы не смогли прийти. Они не могут потерять собственное желание наслаждаться. Все время джива думает: завтра я буду счастлив, буду доволен, завтра. Все собирают, накапливают, бегают туда-сюда. Но они не могут вернуться. Нитьянанда Прабху по милости своей пошел, встречается со всеми полубогами, богинями, обычными людьми, животными, и повсюду встречает дживы. Дживы не понимают, но он дает им вдохновение, наставления, приказы и вкус. Он говорит: приходите. Куда? В Навадвипа-дхам. Они приходят, встречаются с читанием Махапрабху, с его движением, с Харинам Санкиртаном. Но вначале он ничего не говорит. Он встречает, привлекает и всех приглашает. Теперь 10-я песня. Точнее, первая песня, 10-я глава. Теперь молится: о Гора Хари, ты мое я. Ты управляющий. Очень дорог Нитьянанде Прабху. Говинда Прабху все время стоит на страже у дверей. Без милости Говинды Прабху никто не может понять. Поэтому он просит: пожалуйста, помоги всем дживам. Ты сын Джаганатха Мишры. Все бхакты близки тебе. Пожалуйста,
Даруй благословение, чтобы я, мои чувства, все пришли к Тебе и помогали Тебе и понимали Тебя, служили Тебе. Так Вриндаван Такус молится. Нитьянанда Прабху он путешествует, потом ходит, смотрит, где у Дживы хотя бы небольшое желание к бхакти, немного сукрити, то приходит, он встречается со всеми по приказу Махапрабху. Он встречает последователей Мадхавендра Пури, говорит, Браманда Пури, Браманда Бхарати. Со всеми последователями Бога разговаривает. В Кали-югу дживы теряют надежду, иногда страдают. И Нитьянанда Прабху дает вдохновение служить Богу и энергию. Mahaprabhu, that Nitya Milvisan after Navadvip glorified, there is big one. Нитьянанда Прабху прославляет Навадвипадхаму, и там есть еще большой университетский центр, учебный центр Гурукула. Там изучают Веды, Веданту, Упанишадам, все шастры. Они читают, но не могут понять. Но Гаура Хари открывает центр, и он становится известным. Теперь со всего мира люди приходят к Махапрабху, чтобы учиться у него. Они слушают 20 лет, они проходят, то есть когда они приходят к Махапрабху, они за 3 месяца, за год проходят 20-летний, 30-летний курс. Все становятся очень компетентными и все понимают. Поэтому отовсюду приходят люди, и денно и ночно их учат. С раннего утра до вечера все его ученики, студенты, последователи, всех он учит. Приходит в школу на берегу Ганги. Вот Махапрабху идет в школу, зовет всех студентов. Как они учатся и понимают. Вначале он учит Гуру Бхакти. Гангадас Пандит Ачарья Гуру. Рядом с Гангадасом все знание. Как можно собрать милость от Гуру, силу, энергию, знания вначале? Нужно это выучить. Гуру Бхакти. Отношения с Гуру Пада Падмы. Он все для меня. Я предлагаю ему себя. Без этого я туда-сюда, повсюду смотрю, и тогда проблемы начинаются. Как Дрона Ачарья. 100 братьев Дурьёдхана, 5 братьев Пандавов учат. Однажды проверяет, говорит, теперь, завтра я буду проводить тест. Все принесите лук со стрелами и выстрелите в птичку. Ладно, все готовы. И он показывает птичку где-то там на дерево и говорит, кто-нибудь, все посмотрите на эту птичку. Все смотрят. Знаете, что за птичка? Да, вы смотрите на что-то другое, видите что-то другое, да, Гурудев? Дерево, птички, вас, братьев, других.
Все я вижу. Ладно, перестань. Все, садись. Один за другим он спрашивает всех своих учеников. Все дают примерно такой же ответ. Затем он спрашивает Арджуну. Арджуна, посмотри на эту птицу. Да, Гурудев. Что-то другое видишь? Не знаю. Дерево? Не знаю. Растения? Есть там цветы, плоды? Нет. Птичку знаешь? Да. Теперь посмотри на глаз этой птицы. Да, Гурудев. Видишь птицу теперь? Нет. Куда смотришь? На глаз. Вот теперь стреляй. Стреляют и попадают в цель. Теперь у людей желание. Приходят к Гурудеву, но нет отношений с Гурудевом. Говорят, Даттатрея 24 года. Я полежу, тут острый, сладкий, горький вкус. Вот этот гуру, тот гуру, кенгуру, кангуру, сангуру, мангуру. Почему гуру? Почему гуру такой? Почему? Туда-сюда бегают. Это не гуру бхакти. Гуру бхакти только Гурупада Падма. Махапрабху проповедует, Гангадас Пандит здесь присутствует. Когда ученики уже не обретут покой. Если рядом с Гурудевом ты предлагаешь свое сердце, и тогда ты получаешь гуру, милость гуру, благословение, все приходит. Так же, как Джива Госвами учит. Эй, Нароттам Такур. Нароттам, иди к Локанатху Дасу Госвами. Никуда больше не ходи. Даже Баба мне больше не думай. Я отправляю тебя, но обо мне не думай. Иди. Как можно меня порадовать? Ты следуй его стопам, следуешь, тогда получишь милость и все. Гурудев отправляет, но никогда не забывает, пинает даже, если никогда не забывай Гурудева. И 24 часа в сутки служи Гурудеву, всем вайшнавам, Махапрабху. Отношения с гуру, тогда со всеми отношения автоматически. Если нет отношений с гуру, тогда я бегаю туда-сюда, я все теряю. Я потерян. Кто дает милость? Кто говорит, ты мой? Кто заботится обо мне? Поэтому Махапрабху у Гангадаса Пандита в этой зале для встреч вначале учит Гуру Бхакти. Тогда не нужно год, 2, 10, 20, 30. Любой Гурупад Падма дает прибежище своим ученикам. И ты не можешь забыть этого Гурупада Падма, его милость. Махапрабху учит. Все осознают они. Иначе не однонаправленные, и тогда получается кичри, умы беспокойные, ничего не понимают. Рядом с гуру, но не получают знания. চন্দনে শোভে ঊর্ধ্ব তিলক সুভাতি মুকুন্দ গঞ্জে দিব্য দর্শে নরজ্যোতি দর্শন জ্যোতি গৌরাঙ্গ সুন্দর বেশ মদন মোহন 16 বৎসর প্রভু প্রথম যৌবন Now Mahaprabhu 16 years age. Теперь Махапрабху 16 лет. Like Madan Mohan. Он красив, как Мадан Мохан. Telling his teeth is like his parents. And body to sweating, face to one drop of like his one parents to. How is curly hair? Его красивые кудрявые волосы. Nice chandan tilak. Его красивый тилок из чандана, садится на асане. Turban, nice. Тюрман. Bagalbanji, and after dhoti, chadar, Ходи, чадар.
Махапрабху сидит вот таким образом и учит. Ганга-дас Пандит очень доволен Махапрабху. Почему? Все его студенты, Махапрабху их делает очень крепкими и постоянными в отношениях с гуру. Тогда Гурудев очень счастлив. Желание Махапрабху, чтобы все ученики, чтобы всем ученикам Ганга-дас Пандит дал благословение. Тогда автоматически в их сердце перейдет знание гуру, все знание гуру. Как Кришна Бладев, Джайни пришли к Гуру Падме, Сандипани Муни. Теперь жена Гуру говорит, Гуру Мата, Кришна Бладев, теперь дождливый сезон, дерева нет сухого, приближается дождливый сезон. Да, мы пойдем. Они пошли в лес собирать дерево, хворост, большой шторм, дождь, много воды. Как же можно дерево найти, спасти сухое? Они на голову положили, под дерево спрятались, так или иначе переждали. Ночью Гурудев зовет: где же Кришна Судама, где Кришна Бладев? Мама потревожена, Гуру Мата. Я отправила их в лес. Да, ночью. Почему не сказал об этом днем? Затем Гурудев пошел, зовет: где Кришна Бладев? Они отвечают: здесь. Гурудев, внизу много воды. Мы забрались на дерево и защищаем древесину, хворост, который собрали. Мама сказала, что будут делать ягью, и без сухой хвороста невозможно. Гурудев очень доволен. Его сердце тает. Он дает милость. И надолго пришли в школу, учитесь. Гурудев говорит: нет, сегодня я вам все знание даю. У Гурудева есть вся сила, но устремлен ли я на него только лишь или нет? Без желания такого будут проблемы. Вы приходите к гуру, в отношениях с гуру все полубоги, другие вайшнавы, Махабхагавата, Гуру Варга, все будут радоваться, довольны будут вами. Поэтому Гуру Бхакти очень важно. Если кто-то независимо читает книги, пытается что-то понять, выучить, Махапрабху тогда подшучивает, подкалывает: ты что тут делаешь бесполезно вообще? Время тратишь впустую, иди к гуру. Все знание там. А ты читаешь, ты помнишь, а что внутри? Только майя. А если гуру что-то говорит, вкус приходит, и сладость приходит, и весь смысл приходит. Нет необходимости читать книги самому по себе, закрывшись в книги Исаака Ньютона, других ученых, запоминать: вот Исаак Ньютон, ученый, 20-30 раз он повторяет Исаак Ньютон, он не может запомнить, а пришел потом, чего читал-то? Все забыл. Почему? Потому что ум где-то там, непонятно где. Он только повторяет. Сэр Исаак Ньютон, но он ничего не понимает. А Гуру Падма есть могущество и способность. Он из своего сердца дает энергию и защиту. Иначе мое сердце — это сухое место. Что туда может прийти? Ничего. Махапрабху говорит: что ты там учишь? Иди сюда. Я тебя спрошу.
ভালো মূর্খ হয় যেবা জানে তার ঠাই পুতি না চিন্তা হয় anybody is proud he don't know plus minus Каждый, кто гордый, не знает, где плюс, где минус, где плюс. A plus b whole square after what means Потом, что такое плюс, потом в квадрате, там, он туда-сюда ходит, что учит. Произведение и все остальное. Как он будет учить других? И вот Махапрабху спрашивает: ты чего там учишь? Ну расскажи. Ты ничего не знаешь. Ты не знаешь грамматики. Ничего не знаешь. Как ты можешь учиться? Все другие ходят, у них есть гордость, но у них нет знания, нет смысла. Думаю, приходите, я учу. Махапрабху Мурари Гупта, Васугоши, Мукунду, всех студентов ловят. Иди сюда, сегодня час-два, приходите в школу. Вы ходили на лекцию, что научились? Расскажите, в чем смысл этого урока? Где грамматика? Что проходили? Расскажите. Ничего не могут сказать. Тогда Махапрабху очень вежливо, очень красиво учит их. Это помощь необходима для жив. Гнев, огонь, бить. Тогда никто не понимает. Маленького ребенка, например. Вы дали ему шоколадку и говорит: ты выучи, я дам тебе шоколадку. Не выучишь, не прочитаешь, не дам ничего. И тогда, знаете, если ты вот это сделаешь, я тебе хорошее что-нибудь дам. Сделаешь ему жадным. И тогда из этой жадности он будет все читать, учить, писать. Но естественная любовь приходит, тогда уже не нужно никаких взяток. Если естественная любовь, как может прийти? Желание Махапрабху. А что-то мирское учить, тогда Махапрабху не будет давать совет. Чего? You go, collect your herbs. Он говорит: иди собери мне травы, сделай мне лекарство, попробуй, сделай сок, то сок. А, ты не знаешь ничего про грамматику. Зачем ты учишь грамматику? You know, Gopad Pitta and undigest. У тебя не переваривается. Ешь, почему не переваривается? Вадха Капха Питта. Давай лекарство. Ты ничего не понимаешь. У тебя нет знания грамматики. Кто такой Мурари Гупта? Часть Рудры. Раньше он Хануманом был. Теперь пришел к Махапрабху и стал Мурари Гуптой. Он очень гневается. Хануман ничего терпеть не может. Мурари Гупта около Махапрабху сидит, молчит, не отвечает. Рядом с кем-то другим он очень силен. Да, но здесь он молчит. সবার এই চাল দেখি গর্ব প্রচুর সূত্রবৃত্তি পাঞ্জিকা যত হেন করো আমার জিজ্ঞাসিয়া কি না পাইলা উত্তর বিনা জিজ্ঞাসিয়া বলো কি জানিস তুই ঠাকুর ব্রাহ্মণ তুমি কি বলিব মুই Murari Gupta also very clever. Murari Gupta также очень умен, он говорит: да,
Ты всех вызываешь. Ну ладно, ты очень гордый. О чем ты думаешь? Думаешь, я всех побеждаю, размазываю в порошок, очищаю, а потом свое знание дальше вы все будете мои? Ты очень умен. Ты пытаешься всеми управлять, а потом у тебя будут все последователи. Но со мной такое не пройдет. Я никогда не буду твоим. Ты брамана, я доктор. Я не последователь браманов. Я не звоню в колокольчик, не поклоняюсь божествам, не предлагаю сладости и цветы. Это не моя обязанность. Я служу всем. У меня не только один Бог, у меня много-много богов. Ты поклоняешься одному единственному Богу, а рядом со мной все боги, я всем поклоняюсь. Почему он так говорит? Каково заключение Махапрабху? Мурari Махапрабху спрашивает, что ты сегодня прочитал, что выучил, скажи мне. И тогда он говорит, да. А что ты понимаешь? Чему ты меня учишь? Ты-ка расскажи мне. Что у тебя за желание? Зачем ты меня хочешь учить? Махапрабху что-то говорит, Мурари Гупта все аргументы разбивает в пух и прах. Махапрабху говорит, следующий комментарий, Мурари Гупта все отвергает. Нет, говорит, это неправда. Это твой комментарий, а в шастрах не так сказано. В шастрах что сказано? И тогда Махапрабху говорит, вот это шастры, вот таков смысл. Махапрабху очень счастлив тем, как он общается с Мурари Гуптой. Это очень сладостно. Почему? Хануман раньше, когда с Рамой встречался в лесу, Рама встречался и задавал много вопросов. Рама задавал, Хануман тоже задавал. И тогда оба обсуждали, и оба были очень довольны. Сегодня Мурари Гупта и Махапрабху обсуждают. Мурари Гупта задает много вопросов, ответов. Махапрабху очень доволен. Он касается Мурари Гупты. Мурари Гупта чувствует в его теле, тело его все трясется. Он понимает, этот человек совершенно необычная личность. В нем большое могущество. И определенно он истинный. О, этот человек касается меня, я меняюсь, мое тело все меняется, я получаю очень сладостные чувства. Что же дальше-то произойдет? Он думает, я учу всех, говорю. Вот этот человек, Махапрабху Горахари, нужно все время помнить о нем и молиться ему. И тогда все качества тут же придут. ঠাকুর সেবন হেন মতে করি রঙ্গে গঙ্গা স্নানে চলিলেন লইয়া সহব সঙ্গে Махапрабху учит всему, а потом что он говорит? Пошли омываться в Гангу. Если не омываешься в Ганге, омываешься в колодезной воде, из пруда, из крана, то все теряешь. Все уходит. А если омываешься в Ганге, знание будет очень сильным. Все, что ты приобретаешь, все будет с тобой
и будет очень могущественное знание. Кто-то идет, смотрит хорошие птички, животные, деревья, лианы. В одном месте в пещерке птичка, ей даешь в клетке, птичка в клетке, ей даешь воду, пищу, она несчастлива. А в лесу, если, например, живут животные, они все счастливы и здоровы. А если в неволе, то их кормишь, поешь, но они не здоровы и не могут быть счастливы. Точно так же, если в Ганге омываешься, автоматически здоровая, естественная природа, любовь к Году, будет свобода воли, будет счастье. А иначе ванны под краном, этот человек скоро будет как птичка в клетке. Тело, ум, узко будет понимание. Никогда не будет хорошо себя чувствовать, и долго жизни не будет, крепости не будет. А снаружи воздух, свежий, вода Ганги. Вода Ганги более могущественна. Махапрабху всех зовет и идет омываться. Санья Мукунда Васу-Гош в домах Махапрабху открывает школу. Вначале идет в дом Гангадаса Пандита, потом он идет в следующую школу и в следующую учит. Много-много учеников, много последователей приходит. Махапрабху всех учит, а потом идет омываться в Гангу. После омовения Махапрабху приходит, поклоняется Туласи, Шалаграма Вишну. Потом Махапрабху принимает немного прасада. Теперь Махапрабху учит. В больших местах в доме Мукунды Санджая, там много учеников, его сыновья, дети, всех учат. Сегодня одну группу, час, потом 5-10 минут. Махапрабху все, что рассказывает Махапрабху, они потом не могут забыть. Махапрабху говорит, никого нет знания. Шастра. Они пишут названия: я ученый, я пандит, я божественный учитель, я освобожден, я почитаю. Много-много объявлений, большие таблички. То-то пишут. Титулы перечисляют. Большие длинные имена. Но подойдешь поближе, посмотришь, как пепел и дым, ничего. Махапрабху спрашивает: ты Ачарья? Ты Чакраварти? Мишра? Ну иди сюда, я тебе вопросы задам, а ты ответь. Не знаю плюс-минус. Если ты не знаешь плюс-минус, как ты можешь объяснять арифметику, математику? Нет знания, нет мозгов. Только утром открываешь компьютер и смотришь игры.
играешь, смотришь мультики, стрелялки. Вот так и учишься, а потом не знаешь ни программ, ни железа. А что ты знаешь? А вот у меня компьютер есть, я в него в игрушки играюсь. Они ничего не знают. И вот теперь Махапрабху подшучивает. Ты бесполезный школьный профессор, глава школы, учитель, лектор. Ну иди сюда. Ты знаешь плюс-минус? Граммару? Да ты ничего не знаешь вообще. Да как ты можешь отношения строить с кем-либо? Как ты можешь ко мне подходить даже? Я завоевываю в сердце каждого. И все время он счастлив. Однажды профессор с 2 студентами пришел, студенты к нему пришли, ушли от профессора, ничего не помнят, ничего не знают. Много студентов приходят в школу, потом уходят, потом что крикет, волейбол, бадминтон, баскетбол, бассейн, туда-сюда. Зачем ходят? Потому что учитель нет места в сердце. Но если... То есть, если у учителя нет сердца, нету и у студентов, они поэтому туда-сюда бродят. Голодные, пить хотят то, мам, дай мне то, да и все. Махапрабху говорит, как ты можешь быть учителем? Ты не учитель, ты не лектор, не глава школы, ты бесполезен. Ты не можешь завоевать сердце никого, не можешь объединить. Как ты можешь правильно учить? Твое учение все ложь. Одно слово учишь, а потом все неправильно. Как можешь учить? Как Гурудев, приходят учителя, он принимает, учит, и теперь не страдает ни в бокс, не сражается ни с кем, не обвиняет никого. И тогда можно понять, Гурудев присутствует. Но если я не могу быть рядом с Гурудевом, тогда все ложно. Теперь Махапрабху юный, ему 16 лет. Первая юность. Мама об этом думает. Сын мой юн, теперь необходимо его женить. Иначе, если не будет женитьбы, сын будет, убежит и примет саньяс. Будет большая проблема. Юность очень странна. Идешь по хорошему пути, потом уже не нравится семья, не поддерживаешь отношений, пойдет в сторону бхакти и убежит по плохому пути, неправильному пути. Тогда будет ум неконтрольный, чувство неконтрольное. Мама думает о женитьбе. В Навадвипудхаме семья браманов очень высокородная, зовут Валабхачарья. Жена Джана, дочь Лакшми, Джаганат Мишра, сын Джаганат Мишры, Нимай Вишвамбар, поклоняется, думает, Вишвамбар будет мужем дочери моей. Этот браман думает, денно и ночно, я предложу ему руку своей дочери. Однажды
После обеда Махапрабху пошел на Гангу, Лакшми пошла тоже омываться в Гангу. Оба смотрят друг на друга и понимают. Они были далеко друг от друга давно, а теперь они вот рядом, улыбаются. В Намали Випра пришел в дом Махапрабху к Шачимате, предложил поклон и говорит: «О Шачимата, меня зовут Банамали Ачарья, почему ты не думаешь о сыне? Его нужно женить». У меня есть хорошая кандидатура. Здесь есть Валабхачарья, он очень достойный, у него хорошая семья в Навадвипадхаме. У него есть дочь. Тебе понравится, я проведу церемонию свадьбы. Шачимата говорит: хорошо. Вначале нужно подумать. Шачимата не говорит ничего. Браман очень печалится. Махапрабху встречается с ним по дороге. Браман говорит: я ходил в твой дом к твоей маме, чтобы поговорить о твоей женитьбе. Но мама не дает хороший ответ, поэтому я печалюсь. Когда Махапрабху молчит, приходит, спрашивает мать: «О, Браман, тебя приходил, почему ты хороший ответ не дала, положительный, почему ты не согласилась?» Тогда мама понимает: у моего сына есть желание. Теперь мама устраивает, а все остальное мы будем слушать завтра.